Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы продолжаем мероприятие Крещенского фестиваля мастер-классов. И я готова вам представить нашего нового участника. Это Наталья Александровна Никитина, педагог дополнительного образования, Республиканский центр экологического образования. Наталья Александровна нам сегодня представит мастер-класс «Морозное утро. Рисование шерстью». Я сейчас даю слово Наталье Николаевне, и если вам интересно, если вы работаете с этим материалом, можете к нам присоединиться в онлайне, или можете просто посмотреть само мероприятие, которое будет у нас проходить. У нас сегодня есть еще слушатели, правда они не видны, но они будут также выполнять работу, как и Наталья Александровна, она им будет помогать. Все, мы приступаем к мастер-классу. Наталья Александровна, вам слово. Пожалуйста, спасибо. Начинайте работать. Рада приветствовать всех участников мастер-класса, тех, кто находится с нами рядышком, и тех, кто находится онлайн. Работа с шерстью – это очень интересное, увлекательное занятие. Сама шерсть – это такой материал, который не может оставить, наверное, равнодушным. Он очень теплый, податливый. И сегодня мы будем выполнять работу творческую в технике рисования шерстью. Еще ее называют шерстяная акварель. Почему она так называется? Именно потому, что каждый стежок шерсти, он передает тот мазок, который мы делаем, рисуя акварелью. Для работы мы сегодня будем использовать рамочку небольшого формата, которую мы освободим от ненужных бумажек, и у нас останется именно картонная подложка в качестве основы, которую мы и с вами будем использовать. Итак, участников попрошу сейчас освободить картонную подложку для работы и определить для себя, в каком направлении будет ваша картина. Учтите, пожалуйста, что на обратной стороне у нас есть ножка. Если вы решите ее оформить горизонтально, чтобы она у вас стояла, или вертикально, тогда ножка должна тоже быть внизу. Сейчас ее можно не сгибать, она потом в процессе работы законченной будет у вас отгибаться, и тогда вы ее хорошо сможете установить. Итак, мы начинаем. И давайте познакомимся, рассмотрим, что же у нас находится перед вами, какие инструменты и материалы нам сегодня понадобятся. Итак, как мы уже показали, небольшая картонка. По размеру картонки мы используем лист нетканки. Он нам нужен для того, чтобы шерсть наша не скатывалась. Мы будем использовать на начальном этапе клей-карандаш. Для работы нам понадобится шпажка. Я использую короткую, но толстую шпажку. Понадобится вот такой вот ножичек-резачок. Можно использовать обычные ножницы для творчества. Ну, для начала, так как мы с вами будем работать с колющими, режущими предметами, они очень острые резачки, вы их, пожалуйста, по мере необходимости будете брать и кладите их в правый верхний угол, для того, чтобы они вам не мешались и техника безопасности была соблюдена. Итак, приступаем. Мы используем клей-карандаш для того, чтобы закрепить на картонке наш кусочек нетканой основы. Можно небольшой шириной провести и закрепить. На данном этапе нам очень важно нетканую кусочек ткани распределить так, чтобы она покрывала полностью наш картон и держалась. И опять же на данном этапе, пожалуйста, посмотрите, чтобы не было у нас волны, не было складочки, чтобы вся основа у нас была ровная. Клей-карандаш можно отставить, он нам больше не пригодится. И пока вы готовите основу, скажите, пожалуйста, когда мы говорим слово «зима», с каким цветом слово «зима» у вас ассоциируется? Какой цвет? Белый. Белый. Голубой. Угу. Здорово. Здорово. Замечательно. Красный, белый, Угу. розовый. Кто-то закат любит, кто-то Замечательно. серебристый. Серебристый.
Очень здорово. И вот эти все оттеночки, которые вы сейчас назвали, мы как раз попробуем передать характер, цвет нашей картины. Потому что тема нашего сегодняшнего мастер-класса — это зимнее утро, это зимнее морозное утро. Как уже здесь было сказано, что зима у нас может быть не только белая и чистая, в зиме мы можем встретить краски яркие, особенно когда это морозное утро, вплоть до фиолетового, темно-синего цвета. Это все оттенки именно морозного утра. Смотрю, у участников присутствующих уже все готово. И теперь мы определим, как будет располагаться ваша картинка. Да, еще раз повторю, с учетом ножки, которая находится сзади, чтобы ваша картина потом стояла. Для начала мы с вами будем использовать именно и делать тот акцент, который будет у нас отражать само морозное утро. Картина из шерсти, она выполняется, начиная с верхней части. Так будет удобнее выкладывать. Итак, рассмотрите шерсть, которая находится перед вами. И как вы уже сказали, что зимнее морозное утро может быть разное. Сейчас вы внимательно посмотрите на те цвета, которые представлены, и какой цвет вам больше всего сейчас импонирует. Возьмите его в руки. Для начала я, например, взяла бы для себя все-таки оттенок желтого цвета. Вы можете руководствоваться тем, что делаю я, а можете опираться обязательно на свой жизненный опыт, на то, что вы видите в природе, в лесу, возможно. Возможно, морозное утро яркими какими-то впечатлениями у вас отложилось в голове. Итак, мы взяли небольшой фрагмент шерсти. Как правильно мы будем работать с шерстью? Шерсть, если мы потянем прямо, то ее практически невозможно порвать. Работая шерстью, мы всегда применяем очень мягкие плавные движения. Одной рукой мы держим шерсть, а другой рукой мы ее подтягиваем. И вот такими легкими движениями, выдергивая, мы можем вытаскивать вот такие небольшие волокна. Эти волокна, вытаскивая прямо, могут у нас уже сейчас найти свое место в картине. Подложка, которая у нас есть белого цвета, во-первых, она послужит нам оттенком, усиливающим цвета шерсти, а с другой стороны есть еще такой нюанс, когда мы выкладываем шерсть, подложки, технической подложки белого цвета у нас практически не должно быть видно. Если мы захотим придать оттенок какого-то белого цвета блик, то мы будем использовать именно белую шерсть. Сейчас мы с вами начинаем выкладывать медленными движениями небольшие пласты шерсти. Именно тот верх, который у нас с вами будет, и он будет у нас определять именно морозное утро. Не забывайте, не увлекаясь яркими цветами, что небо все равно у нас имеет оттенок голубого цвета, синего, возможно, даже фиолетового цвета. А также могут быть прослежены ниточки черного цвета. Да, та шерсть, которая перед вами лежит, берите ее поближе к себе. В процессе нашего мастер-класса мы с вами познакомимся с несколькими способами выкладывания шерсти. Первый способ – это выкладывание параллельно. Мы выкладываем шерсть, вытаскивая, выдергивая. На данном этапе мы уже сейчас можем выкладывать шерсть и немножко другого контрастного цвета, определяя, где будет находиться само солнце. Все-таки морозное утро – это утро, когда мы можем видеть само солнце, само светило. Замечательно. Попробуйте начать работу именно сначала вертикально выкладывая, да, без наклона. Как и рисуя красками, да, на холсте, возможно, на бумаге, мы соблюдаем еще направленность. Направленность выкладываемой шерсти, она тоже будет нам придавать определенную фактуру, объем нашей картины. Итак, и как вы уже, наверное, знаете, да, каждая картина, она у нас делится до линии горизонта, и от линии горизонта мы уже будем располагать на ближнем плане более крупные элементы, и те элементы, которые у нас, мы можем назвать, еще находятся на снегу, на земле, да, вот в этом районе. Итак, пожалуйста, сейчас солнышко мы раскладываем на пол нашего листа, пол картона, используя цвета контрастные, подходящие по цвету. Пока мы с вами сейчас используем прием вытягивания фрагмента шерсти.
Если фрагмент шерсти у вас лежит уже на вашей работе, и он вам кажется немножко негармоничный или немножко лишний, то вы всегда его можете перекрыть цветом немножко другого цвета шерсти. А также есть еще момент, что вы можете при помощи острой шпажечки его немножко вытянуть с картины, если вы считаете его лишним. Раскладывая небольшое такое зарево, определите место, где будет находиться само у вас солнце. Вообще, чем морознее день, тем солнце находится ближе к горизонту, тем оно более яркое. Цвета можно использовать поконтрастнее. Ну и так, чтобы мы могли видеть, что все-таки небо – это небо, и оно озаряется красками солнца, красками морозного утра. И самая первая наша еще такая задача, мы должны техническую подложку белого цвета заложить своими цветами, которые нам сейчас откликаются, которые ближе по душе. Если оттенки плотненько укладывайте, укладывая шерсть, прижимайте ее немножечко рукой. Да, Угу. Сейчас мы определяем, пока по линии горизонта мы делаем само солнце. Солнце, с учетом того, что у нас будет блик снега, да, и на снег мы тоже будем переносить цвет солнца немножко. Если у вас общий план уже как-то сложился, то мы должны сделать с вами само солнышко. Само солнышко, оно будет тоже какого-то у вас определенного цвета. Мы вытаскиваем небольшой фрагмент шерсти. Небольшой фрагмент шерсти, он называется пасма. И мы сейчас переходим к следующему варианту работы с шерстью. Посмотрите, пожалуйста, мы вытащили небольшой фрагмент, как я уже показывала, мы одеваем на пальчик, и сейчас мы начинаем выщипывать. Именно когда вот мы берем пасму и начинаем выщипывать, шерсть, она становится не такая гладкая, как лежит у нас здесь, она начинает немножечко мохнатиться у нас. Это нам нужно для того, чтобы вы, вытащив вот этот, может быть, весь фрагмент, а может быть только частично, сформировать солнышко. Чтобы солнце не было у нас просто каким-то жгутом заложенным, чтобы оно имело тоже свои определенные очертания и в то же время оно было смешано. Когда у вас пасма немножко была порвана, да, вот на такие фрагменты, при помощи зубочистки, при помощи шпажки вы немножечко можете ее сформировать, если представляете, что ваше солнце немножко круглое. Также уже на шерсти, разложенной на основе нашего неба, да, вы ее можете сформировать, растянуть, сделать круглой. Возможно, она у вас будет овальная, возможно, немножко продолговатая. Сейчас, да, при помощи вырывания из пасмы, да, мелких шерстяных фрагментов мы формируем какой-то некий элемент, если это предполагает комочек, да, если это предполагает сюжет вашей картины. Если он у вас хорошо, ярко выражен, то сейчас уже здесь вы можете положить определенные тоже блики. Пока работаем с небом. И небо, окрашенное в разные цвета шерсти. Оно может перекрывать один цвет другой. Если вы посчитаете, что еще надо что-то, какой-то фрагмент усилить, вы это можете сделать всегда в процессе всей работы. В процессе всей работы мы можем добавлять, убирать. И если когда наша картина будет уже складываться еще и с нижней части, вы увидите, что нет какого-то равновесия, да, мы тоже можем да, конечно, и на облака. Палочкой мы немножко можем помогать, раздвигать. Да, круг мы делаем вот так. Итак, мы взяли немножко, небольшой фрагмент шерсти, положили пасму на пальчик, выщипали. Это я делаю для того, чтобы еще раз показать, как она у нас получилась. И вот таким вот моментом мы ее немножко скручиваем, сворачиваем. Если мы ее в руки возьмем, уваляем сейчас сильно,
то она у нас может получиться просто лепешечкой. А мы ей еще оставляем возможность быть воздушной. Скручивая палочкой, мы не прижимаем все волосочки, шерстиночки, которые находятся вокруг. Мы даем возможность быть воздушной. Да, замечательно. Очень. Все, как это? В другую сторону покрутите. Угу. Вот, да. Все. А теперь мы кладем на картину, и она там будет, этот круг, он тут у нас еще будет доработан. Угу. Теперь добавляем оттеночков. Угу. В процессе работы, да, вот видите, может быть большой, может быть появится какой-то ореол этого солнышка. Если пока не готовы как-то четкие контуры дать этому солнышку, пока оставьте. Угу. Вот если немножко посмотрите, да, сейчас у меня был сделан желтый круг, и в него мне захотелось положить более светлый круг, и вот такой вот ореол тоже получился. В работе шерстью нет такого, что неправильно, не получается. Здесь идет как рука мастера, вот как мазок художника. Он имеет место быть на холсте, так и здесь, на вашей картинке. Мазок шерсти красивый, он так вот тоже может место у вас иметь быть. Такой, какой вы чувствуете. Итак, если мы с небом немножечко уже разобрались, то мы переходим к следующей части нашей картины, к нижней части картины. И сегодня на мастер-классе мы не просто будем с вами раскладывать шерсть полосочками, мы с вами освоим несколько способов работы с шерстью. Она будет у нас заключаться в том, что шерсть мы будем резать. Кто знаком с работой с шерстью, или как мы с детьми всегда проводим занятия, я говорю, дети, убираем все сырое, все режущее и колющее, когда работаем с шерстью. Картина же с шерстью, рисование подразумевает использование режущих предметов и вариант скручивания маленьких жгутиков для того, чтобы определить какие-то контуры. Ближний фон, ближняя часть нашей картины, вот эта часть, она будет закладываться более толстым слоем, потому что она у нас впереди, немножко массивная она будет. И к следующей части, вот нижней картины части, да, мы уже можем перейти и начать ее выкладывать. Выкладывать она будет у нас именно отражать нашу землю, плоскость, да, на которой будет. Как только мы ее сейчас выстроим, у нас пойдут очень интересные моменты, когда мы будем делать тень, когда мы будем делать более объемные фигуры и выводить их на передний план. Если сложно сейчас определиться, какой цвет будет внизу, набрасываем пока бело-серый цвет или розово-молочный цвет, для того, чтобы потом наши сугробы, которые они в любом случае у нас будут проявлены, все-таки время года зима, мы смогли белым цветом с вами сделать. Угу. Солнце можно перекрывать, мы еще будем делать дымку. Да, пока оставьте в том варианте, каком солнце у вас сейчас есть. Когда получится у вас некий рисунок еще, вы посмотрите, в какую сторону прикрыть его, в какую сторону у вас будет дымка, куда оно будет у вас светить. Это тоже можно будет сделать. Так, вижу, сделали, все готовы. Все. И сейчас мы переходим части нашей картинки, где мы будем выкладывать рисунок. На сегодняшнем мастер-классе у нас представлен большой спектр цветовой шерсти, поэтому рисовать шерстью удобно, интересно.
И сейчас то, что мы с вами делаем, это, можно сказать, первый этап. Мы выкладываем послойное наполнение шерсти картины, но у нас еще с вами будут декоративные элементы. Выполняя декоративные элементы, мы с вами познакомимся с разными видами работы шерсти, приемами, как это можно сделать. Это тоже будет интересный момент, который тоже будет в картине передавать свою фактуру и нести свое такое интересное настроение, передавать. Ну, коли мы делаем морозное утро, наверное, представляется в голове все-таки еще какой-то лес, да? Как вы считаете, да? Деревья какие-то должны быть. И если ваша основа готова, мы можем с вами перейти к формированию одной из елочек. На елочке мы попробуем другой немножко принцип работы шерстью. Готовы? Угу. Сейчас поближе к себе положите оттенки зеленого цвета, а также вы можете использовать фиолетовый цвет, синий цвет и оттенки, которые находятся у вас в верхней части неба. Сейчас мы с вами будем смешивать шерсть. Это сродни тому, что мы смешиваем краски. Конечно, когда мы будем смешивать красный и желтый цвет, да, можем получить оранжевый, но когда мы желтый с зеленым смешаем, желтый с оранжевым, да, смешаем, мы не добьемся, возможно, того оттенка, какой бы были бы в красках. Но мы добьемся именно оттенка, который нам будет согласован с нашим небом. Сейчас я бы вам рекомендовала взять небольшой цвет того, что у вас находится в небе. Вот у меня есть фиолетовый цвет. Для формирования елки я обязательно возьму зеленый цвет. Я небольшими кусочками его беру и складываю в один пучок. Я беру зеленый цвет травянистый, болотный. Я возьму немножко розово-белый, может быть, цвет. Но, конечно, основным цветом у нас должен все-таки оставаться зеленый. Так, получилось сделать вот такое вот наполнение? Хорошо. Сейчас пускай будет, пускай. Угу. Если считаете много, чуть-чуть, может, уберите, а потом по ходу, возможно, будет еще и добавить. Угу. Сформирована шерсть? Угу. Что мы делаем сейчас? Отрывая один фрагмент одного цвета, я тут же рядышком вытягиваю цвет другого цвета, третьего, четвертого, и опять возвращаюсь. Это процесс называется смешивание шерсти. Сейчас мы нашу формируем новую цветовую гамму, из которой мы будем делать саму елку. Мы прорываем шерсть. Здесь важно, чтобы шерсть не в комок превратилась, а вот такими же волокнами и была у нас, но в разном направлении порвана шерсть по цвету, чтобы она была у нас перемешана. Если вы видите в своем кусочке еще большие вкрапления какого-то одного из цвета, достаньте эту прядь, вытяните и еще разочек ее вот так сделайте. И теперь сформированный вот этот вот наш пучок мы с вами будем немножко скручивать. Угу. Подождем, сейчас до конца дорвете. В дальнейшей нашей работе мы будем использовать резачок. Угу. Почему сейчас мы начинаем с первого плана и делаем елку? Потому что дальше мы будем композицию уравновешивать теми елками, теми деревьями, которые будут находиться на дальнем плане. Нам сначала надо увидеть передний план. Итак, сформировано. Мы пальчиком начинаем скручивать. И эта шерсть у нас перемешивается. Так, немножко раздвину. Я думаю, что вам будет видно. Сейчас я начинаю ее настригать. Настригаю таким образом. Вот этот хвостик мохнатый, он мне не нужен. Он нам не нужен. Нам сейчас нужны будут ровные прядочки.
Берем ножнички, резачки, они очень острые, аккуратненько. И мы начинаем на стол нарезать фрагменты того цвета, какой у нас с вами сформирован. Елочку можно выполнять несколькими способами. И мы сейчас вот сделаем с вами один из таких способов. Это нарезание. Нарезаем мы можем использовать еще и шпажечку. Вот такие фрагменты мы нарезаем. Постарайтесь сейчас сложить нарезанную шерсть в кучку, да, в одну сторону. И следующее продолжение шерсти мы как бы нарезаем немножко теперь в другом направлении. Работайте аккуратно резачками, потому что мы режем все-таки маленькие фрагменты. Нет, 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 нет. Мы, получается, с одной стороны ее нарезали и с другой стороны нарезали. Сейчас у вас есть возможность при помощи шпажки сформировать треугольничек, который будет напоминать нам елочку. Когда ваша елочка уже поселится на вашей картинке, будет перенесена, вы ее сможете еще немножечко добавить, дорезать, если посчитаете нужным. Или если посчитаете нужным какой-то цвет добавить, также тоже сможете ее сделать оттеночком. Итак, у нас сейчас сформирована вот такая треугольная елочка. Палочку мы откладываем. И посмотрите, в каком месте эта елочка сейчас у вас поселится. Когда вы ее будете сажать на свою картинку, да, учтите, что у нас появятся еще две елочки, которые будут выполнены в других техниках. Так как у нас сегодня мастер-класс не только по рисованию шерстью, мы еще изучаем разные приемы, поэтому мы разными приемами сегодня попробуем сделать елочку. Закрыв картину стеклышком, вы для себя определите, какой же способ елочки формирования вам больше понравится, больше интереснее будет смотреться под стеклом. Итак, посмотрите, как мы переносим сейчас елочку. Елочку сильно не прижимаем, я беру ее двумя руками и просто пересаживаю сюда. И распределяю. И вот такая елочка, она получилась. Первую елку, которую мы с вами вот так вот просто берем и пересаживаем. Угу. Да. Угу. Пока да, хоть куда. Ну, там это далековато, у нас на заднем плане еще тоже будут деревья. Мы пока куда-то поближе ее сажаем. Большая, то ближе. Если, да. Угу. Так, если маленькая, то можно на средний план. Угу. Угу. Хорошо, правильно. Неправильно не может быть. Да, если даже вам кажется, что что-то не так, ваша рука сейчас в процессе дальше рисования шерстью, она подправит ее. Сейчас выберите еще какой-то один цвет елочки, который мы с вами расположим немножко подальше. Она может быть цвета более заглушенного, более темного. И мы выполним ее другим способом. Выберите цвет. Он может быть более темный, он может быть темно-серенький. Формируя следующую елочку, мы не будем смешивать цвета, но мы будем работать с резачком. Угу. Так, возьмем какой-то пока один цвет. Угу. Угу. Хорошо. И сейчас попробуем сделать елочку следующим, другим способом. Эту елочку следующего уровня исполнения мы ее будем выкладывать сразу. Определите то место, где она у вас будет находиться, немножко подальше, ближе к линии горизонта она у вас будет, да? Она будет небольшого размера. И что мы делаем? Мы сейчас постараемся очень ровненько резать вот такие вот небольшие фрагменты. Нарезаем. Возможно, просто прямо линию отрезать. И сейчас, имея вот такой фрагмент, мы его раздвигаем только снизу. И у нас получается ярус елочки.
Сейчас я ее посажу. Мгм. Получается, елочка вырастает у нас ярусами. Мгм. Первый ярус положили. Берем нарезанную часть и выкладываем следующий ярус, поджимая верхнюю часть, распуская нижнюю часть. Это мы идем снизу вверх, да? Будем подниматься с этой елочкой. Да. Мгм. Если мы будем делать в обратном направлении, то наши веточки, они будут прижиматься. Снизу вверх. Снизу вверх. Мгм. Снизу вверх достигаем нужной пушистости. И на этом этапе мы уже можем сформировать веточки у нашей елочки. Елочка пока будет не украшенная, елочка пока будет с веточками. Но это один еще из способов, как можно выполнить елочку ярусами. Если считаете, снизу надо добавить смело, отстригаем еще. Пожалуйста, это на экран. Чуть-чуть поднимите свой материал. Мне как-то непонятно сейчас, как идет это. Так, вот. Итак, посмотрите. Мгм. Елочку мы выложили ярусами. Палочкой, помогая рукой, мы можем распределить ее. Делаем пышность нашей елочки. Когда мы с вами будем припорошивать елочку снегом, у нас очень красиво будут видны веточки. Выкладывание шерстью таким образом называется ярусное выкладывание. Оно в картинах шерсти может быть использовано не только в выполнении елочек, возможно, еще какие-то фрагменты, да, можно выполнить таким способом. Итак, елочка выложена у нас ярусами. Мгм. А тут можно разные цвета использовать? Конечно, 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 да, да. Если есть желание, можно уже сейчас, да, можно сереньким, можно беленьким. Вижу, что здесь у нас и цвет тоже немножко смешивали, это тоже интересно. Мгм. Ну, наверное, надо попробовать. Насколько это? Откликается, не откликается, да, действительно, работа с шерстью, она разноплановая, мокрая, валяние немножко другого плана, да. Там тоже есть своя специфика, мы воспитываем усидчивость и аккуратность. Здесь же вот есть некоторый момент кропотливого труда в выкладывании. Елочки могут стоять у нас и рядом, да. Мгм. И еще один способ мы с вами выполним елочки. Если лишнее, пока не кладите. Мы дополним потом элементом. Мгм. Посмотрите, мы сейчас определим. Смотрите, сейчас мы берем следующий цвет зеленого цвета. И эта елка выкладывается вырыванием. И уже здесь мы делаем именно стежки, которые сразу напоминают нам елку. Можно Одна? где-то, как будто бы выглядывает веточка сосны вот с таким. Можно, Вот эти да. тоже самое. Сосну или дерево мы с вами можем сделать, Сбоку где-то вот там, да, что-то да, такое. да. Но для того, чтобы сделать дерево, мы возьмем более длинный фрагмент, смотаем и выстроим в то место, где нам хочется. Это строго.
Это будет уже ствол, и от ствола у нас пойдет веточка. Учтите, что часть картины у нас уйдет в рамочку, и вот скручивая уже пальчиком, да, если вы не хотите, чтобы у вас рисунок чуть-чуть ушел, возможно, ваша задумка, да, она и будет такая, что у вас вроде бы как и ствол, но будет торчать только одна веточка. Угу. Все, это тоже мы делать. Я просто таким образом. И следующий момент формирования елки, он у нас может быть просто вырывается фрагмент и ложится именно той веткой еловой, которую нам привычно видеть на елках. Сегодня на мастер-классе мы работаем с гребенной лентой. Мы не используем в нашей работе кардачес, потому что он больше подходит для выполнения мокрого валяния, оно более грубое. И мы работаем все-таки с гребенной лентой, и в конце, в завершении работы, мы с вами будем использовать еще шелковую шерсть, или ее еще вискозная шерсть называют. Итак, посмотрите, мы сделаем еще одну елочку, которая у нас просто методами вырывания, каждая отдельно, начиная сверху. Угу. Вот мы отрываем и вот так кладем. Если вы отрезали, то ровно... Да. Угу. Угу. Наши елочки, они немножко схематичны. Мы им еще уделим внимание, чтобы они у нас... Угу. Угу. И когда сейчас мы с вами определили, где уже у нас находятся наши елочки, можете их немножко, даже если необходимо, подвинуть пониже, поднять повыше. У нас хорошо сейчас видна линия горизонта, и на линии горизонта мы сейчас сделаем лес. Лес – это просто ровное срезание шерсти и укладывание ее на дальнем плане. Лес у нас может быть не сразу зеленый. Лес мы можем сделать сначала цвета какого-то темненького, возможно, фиолетового. Вот так вот оно может выглядеть. Растягиваем по линии горизонта немножко. Оно усиливает нам отделение неба от земли. Вот такой вот грядой деревьев. Угу. Уже на самой картине мы тоже можем вытянуть немножко остриечки, и можно подрезать еще и ножницами. На более темном фоне мы можем выложить деревья, определить, так как они у нас все равно зеленые, все равно это еловый лес, и елки, да, то мы можем еще и цвет немножко придать. Зеленый цвет можно использовать уже бывшие в работе у нас скрученные. Мы немножко делаем на заднем плане, да, по линии горизонта настригаем деревья, которые будут фоном у нас. Мы их немножко пальчиком прижимаем, утончаем, можем вырезать, немножко фрагментом прорезать. Цвет любой, вы можете взять, можете серый. Да, вот такой вот можно, да, как дымчатый он будет. И потом поверху немножко зелененьким пройтись. И так как мы скручиваем, тут был у нас вопрос, да, по поводу дерева. Если дерево появляется, очень интересно, когда мы на первый план ставим дерево,
да, и хотим, чтобы оно было выделено, то мы можем пустить веточку немножко вот так. И тогда получится, что у нас дерево, да, стоит видно на переднем плане и прикрывает заднюю елочку. Следующий момент, когда мы хотим дать какое-то очертание нашим работам, мы начинаем их скручивать. Мы вытягиваем тоненький жгутик, скручиваем его, придаем форму дерева. И когда у нас все основные элементы нашей картины готовы, мы скоро перейдем к запорошиванию. Она будет просто фоном сейчас. Можно и не делать. Нет, нет, нет. Просто здесь был вопрос. Здесь был вопрос. Все. И что мы делаем сейчас? Да, наш подходит уже мастер-класс к концу, мы подходим к финалу. Мы должны будем немножко припорошить. Припорошить мы будем выполнять с вами еще один такой прием, который в рисовании шерсти используется. Это пудра. Мы вытаскиваем небольшой фрагмент, можно белого цвета, можно белый цвет использовать вместе с шелковой лентой, а можно просто использовать не лентой, извиняюсь, а шелковую шерсть. Чтобы она не сильно расходилась, мы ее вытягиваем и начинаем настригать. Настригаем очень-очень мелко. Эта шерсть, она дает нам блеск, оно падание снега создает интересную фактуру. Этой же дымкой любого цвета, да, у нас представлены голубая, бледно-зеленая, оно может у вас и на елочку, и на солнце упасть. И если есть дерево, и на дерево. Да, только смотрите, небольшими фрагментами, если вы сделаете большими, оно будет прям большим таким комком. Если хотите, чтобы большой комочек лежал, то лучше использовать белую обычную шерсть. Если же мы делаем дымку, туманность, снег, то тогда используем шелковую. Используя в завершении работы шелковую шерсть, мы можем этой шерстью положить очень интересные фрагменты. Попробуйте вот такой вот фрагмент шерсти. Его можно положить на небо, на землю, и оно останется вот таким блеском. Так как шерсть немножко лохматится, мы ее на палец немножко скручиваем, но такие локоны шерсти, они очень фактурно лягут и усилят и наше небо, и наш снег легким таким движением. Так, мы сегодня на мастер-классе с вами познакомились с некоторыми приемами работы с шерстью. Да? Мы сначала выкладывали шерсть и начинали картину выполнять сверху. Для выполнения нашего яркого зимнего солнца мы использовали элемент выщипывания, да, из пасмы. Пасма – это то, что мы одеваем на пальчик, это фрагмент, которым потом можем выщипывать. Вообще, кто шерстью занимается, именно они не говорят кусочек шерсти, да, они вот формируют пасму, да, и она так, вот такой термин. Мы делали декоративные элементы способом нарезания. Одна елочка у нас была выполнена веерно, другая елочка была у нас выполнена смешением цвета. Третья елочка вырыванием по форме самой елочки. Если нам нужен ствол, дерево, мы использовали с вами кручение шерсти. И в заключении, мы с вами, в завершении нашей работы, мы с вами использовали и выполняли пудру.
чем выше настригаете пудру, тем более хаотично и небрежно она будет ложиться, тем больше она вам даст туманности и оттенка. Пудра нет. Смотрите, еще раз, пудру можно сделать, да, из той белой, а еще вы можете вытянуть из середины вот такой фрагмент шелковый. Попробуйте ее настричь. Это голубая, а это белая, белый фрагмент. И если у вас есть дерево, то дерево можно оттенить тоже немножечко веточки более четким белым кругом. Так, это специальный вот инструмент, вот эти щипчики? Нет, нет, это просто резачки. Резачки, которыми очень удобно. Можно использовать обычные ножницы, если они очень острые. Они очень удобные Мгм. вот для выполнения таких вот мелких работ. Очень удобно, когда мы что-то шьем, и нам надо подрезать, тоненько ниточку убрать, оно тоже хорошо в работе. Когда ниткографией занимаемся. Еще один интересный пример. Надо бы пригласить человека, кто у нас никографией занимается, провести мастер-класс никографии. Пригласите меня. Вообще, как бы направление деятельности у нас с детьми разное, поэтому мы занимаемся с разными материалами. Какая-то работа дается, вот как и сегодня, да, участникам мастер-класса, легко, а кому-то приходится преодолеть что-то. Но этим, наверное, и хорошо творчество, когда каждый для себя может определить, что ему по душе, что ему больше нравится и где он себя может больше проявить. Ну да, Поэтому, самое главное получить первый опыт. да, и почувствовать, ваше это, не ваше, готовы в этом творчестве дальше развиваться. Вот, Наталья Александровна, вот насколько я знаю, что детализация делается при помощи скручивания. Какие-то детальки. Мгм. Но я имею в виду не дерево, а может быть там птичку летящую. Да, мгм. Мы об этом в этот раз как бы не говорим, потому что такие, да, Просто расскажите, что такое возможно. да, оно возможно. Мы с вами маленький элемент именно с такой детализацией делали, оно у нас в солнышке находится. А так, такими элементами скручивания мы можем делать красивых снегирей, потрясающих снегирей. Можно выкладывать еще какие-то формы, какие вот в картинах вам хочется. Это идет выполнение одним цветом. Когда мы рисуем шерстью цветы, да, мы не только их просто раскрашиваем акварелью, да, мы сначала формируем сам листок, лепесток, цветок, элемент птички, и потом этот элемент уже накладывается Наталья, нам надо на готово. как-то завершить. Все, Давайте да. мы подведем результаты, посмотрим, что у нас получилось. Да, давайте мы с вами. И в завершении нашей работы, да, когда наша работка уже готова, мы с вами возьмем ножницы большие, и нам обязательно надо будет срезать краешки нашей работы. Если Лишнее, да? срезаем краешек лишний, если салфеточка здесь еще немножко торчит, не трогая картонку, которая у нас есть, мы подрезаем те элементы, фрагменты, и они допустимы, чтобы они у нас были. То есть вот лишнее, что Лишнее убираем. Если есть возможность сфотографировать работу именно вот в этом варианте, еще не прижатом, то это надо сделать. И вы посмотрите, что разница присутствует. Когда мы пытаемся в работе сделать много элементов, много деталей, картина при ее сжатии, при накладывании стекла, она у нас прижимает, теряется. И то, что мы делаем на заднем плане, да, может быть, я в процессе не сказала, мы должны делать тоненьким слоем. Когда мы выкладывали небо, я говорила, что мы делаем тонким слоем, а ближе к концу мы делаем более толстый слой. Потому что дальше нам надо, чтобы у нас в глубине рисунка была прозрачность нашей работы. И если есть возможность, давайте сфотографируем ваши работки. можно я срежу сначала? Да, срезайте. Мгм. Ну, тут сохраняется, скажем, можем сказать, сохраняется некая такая пышность, мягкость, Мгм. легкость, пока не прижато стекло, да? Когда она будет прижата стеклом, мы получим более четкие контуры и расплывчатые, четкие контуры в том месте, где мы скручивали нашу шерсть, и более расплывчатые, когда мы их... ой, Немножко вам
Нет, нет, сейчас стеклом прижмется. Мгм. Еще терпение еще больше надо, чем буквально. Буквально тоже требует терпения. Мгм. Марина, я вас уже не боюсь. Так, ну я готова. Мгм. Так, я, наверное, тоже... Можно тоже вашу работку заснять? И- Мгм. Можете работу, наверное, участников тоже сфотографировать. Ну и теперь торжественный момент – это накладывание стекла. Мгм. Можно тоже вашу работу посмотреть. И когда мы... Подождите, пока накладываете. Рамочки надо Нет, нет, прям так сразу. Да, я думаю, что... Ну-ка покажите, Сейчас, как это секундочку. делать. Мгм. Когда вы сфотографируете работу, она у вас уже немножко будет другая. Во-первых, вы с высоты сфотографируете. И сейчас я покажу, как ее заложить. Лишний раз, чтобы ее не потревожить. Во-первых, стекло у нас с вами чистое. Мы его стараемся не... Вообще, там уже не первый раз уже точно. Мгм. Здесь в руках держу. Вот, посмотрите, что мы с вами делаем. Мы накладываем вот так вот сверху стекло и аккуратненько переворачиваем. Зажимаем нашими зажимчиками. И посмотрите, да, вот такая работа. Чем работает шерсти хороша? Вы сейчас прикрыли ее, посмотрели? Сначала стекло, да? Нет, 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 вы сразу, целиком сразу накладываете вместе со стеклом. А, вы их отогните. Картина из шерсти, она в любой момент может быть дополнена, исправлена, добавлена. Да. Собственно, мы уже можем похвастаться нашим результатом. Да, сейчас я у себя вот тоже увидела, у меня немножко сползла. То есть пока не зажато стекло, вы можете еще исправить. Мгм. Вот даже вот если и зажато, я решила вот этот фрагмент все-таки убрать. Мгм. Ну и давайте, да, у нас цель-то была все-таки название нашей работы «Морозное утро». Как вы считаете, ваше морозное утро? Мгм. Да, так. Уже не морозит. Мне кажется, довольно-таки интересно у вас Так, тоже ну что, получилось. мы должны, наверное, Да. закончить Мгм. наш мастер-класс. Я думаю, что зрители наши получили, ну, по крайней мере, методические рекомендации от Натальи Александровны, какие можно использовать приемы при работе с шерстью. И если вы готовы заняться вот этой техникой, то, пожалуйста, вот можно применить те приемы, посмотреть еще раз этот мастер-класс и сделать точно такую же работу. Наталья Александровна, большое вам спасибо И вам спасибо за терпение. за то, что вы согласились нам провести этот мастер-класс. Я думаю, что зрители вполне оценят. Я еще раз напоминаю о том, что в группе ВКонтакте будут выкладываться такие репортажные фотографии, и там можно оставлять сообщения мастеру, можно реплики свои высказывать и какие-то комментарии. Мы будем рады вашим комментариям ВКонтакте. Спасибо большое. На этом трансляция заканчивается, и мы приглашаем вас на следующий мастер-класс, который состоится в понедельник, 25 января в 11:30. Все, спасибо, можно закрывать.